Сейрана Салиева. Мой муж неоднократно подвергался репрессиям за свою активную законную гражданскую позицию. 11 октября его и еще 5 соотечественников обвинили по статье терроризма и инкриминируют сроки лишения свободы до 20 лет, вплоть до пожизненного. За псевдотерроризм, которого никогда в Крыму не было, и сегодня его также нет. Уже насчитываются десятки уголовных кейсов, сотни административных взысканий. Более 100 детей лишены отцов, более 100 детей лишены кормильцев. Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем не единичные случаи дискриминации. Этот фактаж – не что иное, как репрессия всего крымско-татарского народа. Наша история гласит, что весь наш путь, он мирен. Мы требуем и отстаиваем свои права исключительно ненасильственными методами. Эта практика имеет место и сегодня. Мы, выступая на зарубежных международных площадках, осознаем большой риск для безопасности и здоровья наших семей, арестованных мужей, самих себя, но обращаем внимание мирового сообщества на массовое, жестокое и безнаказанное нарушение лоббируемых и ратифицированных государствами Европы, Запада и России международных норм и законов в области прав человека, дискриминации по национальному и религиозному признаку, а также грубое нарушение на право собственного, отличного от правящего режима мнения и мысли. Мы обращаем внимание мирового сообщества, что механизмы защиты и восстановления свобод, обмена и выдачи арестованных и подвергшихся к репрессиям людей, практикующие и утвержденные международными нормами, должны немедленно найти практическое применение в отношении политзаключенных Крыма, их семей, их всех граждан с активной позицией. Необходимо подключить все информационные ресурсы в освещении проблемы дискриминации мусульман. Важно направить в целях мониторинга наблюдательную комиссию в Крым. Мы призываем сообщество использовать все рычаги давления по прекращению репрессий. Thank you.